определенным признакам и на точке входа не дает зайти заранее убыточным, заранее банкротом. Но если что-то с застройщиком произошло дальше, как это все будет реализовываться, здесь тоже не написано. И мы каждый раз, принимая эти законы, каждый раз делаем дольщика обманутым дважды, если он будет обманут. Он будет сначала обманут застройщиком, а потом либо поручителем, либо страховой компанией. Потому что сначала у нас было 400 страховых компаний, потом ЦБ решила, что 400 много, давайте сделаем 16 страховых компаний. Все побежали искать эти 16 страховых компаний. Будет так же, будет целый бизнес по предоставлению вот этих поручительств в течение года-полутора. А потом ЦБ решит, что у нас будет 16 поручителей, которые будут в особом реестре, которые смогут этим заниматься. И это будет то же самое. Люди заработает господин Суслопаров, потому что он деньги получит от дольщиков, в свой депозит доллары вложит, а мне под проценты выдаст кредит, вообще он будет в шоколаде, как обычно. Заработают жулики из Москвы, потому что они получат свою комиссию за заключение поручительства. Вот. И все, а застройщики как сидели, как бы вот так и будут дальше сидеть и смотреть, будут принимать новые и новые законы.